Строительство экспериментальной инфекционной больницы в Бишкеке началось в конце июля. За 3 месяца на всех блоках, а их 4, завершены работы на 98%. Осталось привести в порядок сам объект, то есть почистить, выбросить мусор, в целом подготовить ее к приему пациентов. Уже утеплили потолки, завершили работы по отделке внутренних стен, установили вентиляционные каналы, провели инженерные сети и даже подключили отопление. Мы укладываемся на все сроки, так как больница была построена экспериментально, трехсменно работали максимально. То есть это так как экспериментально, заранее никто не знал, на какой срок завершится. На качество не повлияло, у нас надзор очень строгий, и у нас специалисты высокого класса, скажем. Финансируется строительство за счет средств Фонда социального партнерства по развитию регионов. Направлено 75 миллионов сомов. Подобные объекты строятся в Нарынской области на 70 койко-мест и в городе Ош на 100 мест. Еще 9 больниц реконструировали. Особенность этой больницы, как вы сами видите, обеспечение кислородом будет централизовано. Во всех палатах будет централизованное обеспечение кислородом. Для этого фондом выделено средства, и каждой больнице будут установлены газификаторы, которые вырабатывают кислород, и будет обеспечиваться централизованно. Объект строили 200 человек. Сейчас осталось благоустроить территорию и завести нужную мебель, в том числе медицинские аппараты. Строительство велось с отставанием, да и по качеству работы имелись кое-какие нарекания. Однако с этим не согласны специалисты Госстроя, которые ведут контроль. Сами же представители Минздрава сообщили, что все палаты будут оснащены необходимым оборудованием, чтобы соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам. Новый корпус. Это именно приспособлено для лечения больных именно инфекционной патологией. С учетом всех требований санэпиднормы здесь все это отражено, все это выполнено. И в связи с этим я могу сказать, это больница соответствует мировому стандарту. Это отличие, как вы уже видите, здесь уже с коридора даже проходя, наши медработники знают и видят, что происходит в палате. Инфекционная больница в Баткене после реконструкции начала принимать пациентов. Сейчас там получают лечение 65 человек. Сдан в эксплуатацию объект и в городе Токмок, который рассчитан на 250 человек. Понятно, что строительство 3 новых больниц на всю республику и реконструкция 9 медучреждений не покроет потребности населения. Учитывая эпидситуацию с коронавирусом, в пик заболеваемости койко-мест катастрофически не хватит, говорят специалисты. Элиза Балбакова, Тынштык Кольбаев, Нью ТВ.